Сегодня, как там, можно уже, да? Сегодня мы продолжим с этим текстом. Может быть, кто-то заходил на страницу и видел, я выкладывал там аудиозапись с этим текстом, прочитанным Ешем Иман-Куджи. И я сегодня немножко вернусь назад. Вот помните, у нас в тексте было название Джуман, было такое слово Джуман. И как оно у нас переводится? Владыка, нет, не владыка леса, владыка деревьев. А вообще, что такое владыка деревьев? Лесник. Владыка деревьев, ну да, похоже очень, но на самом деле не совсем так. Дуб какой-нибудь. То есть, нет, это то, что называется калпа-врикша. То есть владыка деревьев это, соответственно, царь деревьев, то есть это теоретически это наилучший из деревьев. А наилучшим из деревьев является дерево, которое исполняет желание. Это калпа-врикша. И поэтому здесь владыка леса, ну тоже, в принципе, можно под этим значением использовать. Но смысл то, что это калпа-врикша. То есть получается, это лекше джумван, то есть получается, это прекрасные высказывания, которые есть дерево, исполняющее желание. То есть здесь вот такое значение. Далее, с текстом, первые 8 строк, которые мы с вами прошли, были какие-нибудь трудности дома? Слова, раз мы хотя бы посмотрели слова, которые мы проходили с вами? Там по поводу ба и ва, оно везде читается ва, да? Нет, с этим мы будем чуть-чуть позже рассматривать, еще чуть-чуть позже. Дело в том, что здесь я, по крайней мере, не могу вывести такого всеобъемлющего правила, когда ба читается, а когда ва. Потому что в некоторых случаях, ну, большая часть, вот это ба читается как ва. И приведу смешной пример, можете совершенно не вспоминать, но как это читается? Пумба. Пумба это ваза, это то, что на санскрите называется калаша. Пумба это сосуд, ваза, горшок, как угодно. Когда дают посвящение сосуда, он называется бумвам, то есть вот он, этот сосуд, это ваза. Когда делают кумбаку, то есть делают кувшинное так называемое дыхание или вазовое дыхание по-разному, используется это же слово. В центральном тибетском диалекте его читают пумба. Теперь есть восточный тибетский диалект камский. Вот там иногда его читают бумба. Да, вот после бумба, конечно, это сильно путает. А почему па, а не ва, ансамба? Потому что оно так произносится. Ба? Иногда, да. Пумба, а у них получается бумба. А вот про знак вот этот, который Берущай, можно немножко поподробнее уточнить? Ничего, этот знак, он обозначает начало какой-то новой темы. Все, больше ничего. То есть, если вы увидите Бруче, это значит, что вот начинается какая-то новая тема, какой-то новый раздел. И далее мы с вами остановились на Сельче Касак Сумшин. То есть, помните, да? Помните, я выкладывал также песенку замечательную, быстрая, замечательная песенка, смысл которой я не знаю просто. Я не знаю, наверное, не все поняли. Она была такая замечательная детская песенка. Да. Так вот, после того, как мы разберем этот текст, а здесь осталось чуть-чуть, попробуйте почитать, что они там пишут. То есть, когда пропевает строчку, нажимайте на паузу и смотрите. Замечательная песня, такая общеобразовательная детская песня о тибетском алфавите предписных, приписных и предписных. А то есть они туда это тоже ходят? И это тоже они поют. И она состоит в таком виде такого диалога. Скажи-ка, сколько таких-то букв, и он отвечает, вот таких-то, вот столько-то и так далее. У меня и было ощущение, что там какие-то правила грамматические. Да, то есть там спели гораздо больше, чем просто алфавит, и, по-моему, очень мило. И дальше мы с вами начинаем, то есть, точнее, продолжаем. И мы сейчас напишем. Дальше мы пишем то, что уже писали. Так, это, по-моему, уже... Что-то у нас
происходит? Кто-то пишет. Кто-то пишет письма, я чувствую. Кто-то пишет прям вот так. Ночью дома какие-то. Заклеил. Смотрите, две палочки. И теперь, чтобы заново не придумать велосипед, я надеюсь, что у всех у вас записи с собой. Давайте возвращаемся на несколько страниц назад и смотрим. Мы с вами это уже записывали. Кто-нибудь помнит, что мы это писали? Давайте вернемся, отмотаем назад пленку и посмотрим, что мы там писали по этому поводу. Что там мы там писали? Вы их сначала запишите, а потом уже. Что касается... Что вот это Что было? Приписные, да. И как там у нас это все было записано? Что это значит вообще? 10 джинджук. 10 джинджуков. 10. Джинджук что такое? Джинджук это после идущее. Это джинджук или джинджук? Это Кто помнит это правило? джинджук. Смотрите, вот это слово я этот слог перенесу сюда для удобства. Назализация. Вот это что нам дает сейчас? Назализация. Соответственно, как это будет читаться? Джинджук. Джинджук. Что такое джинджук? идущий после. Ставящийся после или идущий после. То есть это по-нашему как это будет? Приписная. Приписная. Приписные, 10 приписных. Вот это что это у нас было? Множественное число, отлично. И какой смысл получается? Вот эти вот буквы, их 10, и они есть джинджуки. Да, то есть смысл получается, что каматана вама а раласана, вот эти 10 букв, они есть, джинджуки есть, то есть они, это джинджуки и их 10. То есть это 10 джинджуков. На самом деле, ну, я надеялся, что кто-то еще будет отвечать. Мы это писали уже. И я говорил, что это правило, которое надо запомнить. Вообще его стоит запомнить наизусть. Потому что до тех пор, пока вы не привыкнете членить на правильно, на слоги и правильно читать, лучше помнить это правило. Потому что что такое приписная? Она пишется после чего? После корневой. После корня, да. И вот после вот этих вот пишется уже что? Постприписные. То есть вот такой вот может быть? Что такое? Не может быть. Нет, если Это должно быть либо вот так, а вот если без этой, то вот такого быть не может. Почему? А разве не может быть корневая кха? Ну, Ха может, но только если за ней следует вот это. Потому что это ма должна быть как бы. Корневой, а после ма должна быть одна из этих 10. Ка входит в эти 10? Нет, то есть вот поэтому надо знать эти 10. И вообще это вот надо бы заучить. То есть обычно это заучивается, вот как можете слушать запись на Вантубджет, где он читает этот текст, и это заучивается следующим образом. То есть каматана вама ара расанам джинджукчу. И вот повторяйте много раз, пока у вас это не сядет в памяти. Вообще, запоминать наизусть, это очень старая традиция. В Тибете все тексты запоминают наизусть. Грамматически. А ма не может быть приписной? Нет, ма может быть приписной. Ну, не в этом случае. Да, но просто К, вот так вот, просто К и без А не может быть такого. А так ма может быть приписной, да.
И в Тибете заучивали, то есть все наизусть, заучивали коренные тексты наизусть, заучивали вот эти грамматические тексты наизусть, заучивали даже комментарии иногда большие, то есть заучивали большие тома. И вот эти строчки, некоторые из них, я не говорю обо всех, но вот это вот стоит заучить наизусть. И, например, была такая индийская традиция заучивать наизусть. Обычно в Тибете, в Калмыкии, в Бурятии заучивают на четко. То есть вот, берут какую-то часть текста и ее заучивают, ну скажем, повторяют 8 раз, или сколько-то, можно прям это количество раз, сколько вы повторяете, отсчитывать на четко, пока не заучите. Но вообще можно и просто без всяких четок заучивать наизусть. А вот в Индии приезжал как-то к нам в университет один из брахманов, который учился в школе для брахманов, ну когда был маленький, соответственно, он говорит, что их заставляли заучивать наизусть следующим образом. То есть они брали и пословно текст Веды заучивали следующим образом. Ну тут если у нас, например, стихотворение «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик» и так далее, то они учили вот так. Наша Таня громко плачет, наша Таня громко плачет, уронила, наша Таня громко плачет, уронила в речку, наша... К концу повторения всего этого четверостишия, скорее всего, вы его запомните. То есть вот у них такой мнемонический прием, то есть они заучивали вот так. И заучивали огромное количество, то есть человеческий мозг, на самом деле, да, он удивителен. И может заучивать огромное количество. А здесь всего 34 стишей. Поэтому к следующему занятию... То есть все мы заучивать не будем, но вот это вот стоит заучить. Если есть возможность, если вы не можете заучить как стихотворение, хотя бы заучить эти 10 букв. Заучить в том порядке, в котором они есть. И очень часто помогает просто повторять, то есть каматана вама а. И затем уже вы просто запоминаете вот как мелодию каматана вама а, радасана, все. А все-таки это ба как ва нам запоминается? Вот это, Как хотите как ба, хотите как ва. Но я вот произношу как ва, например. Я слушаю, да. Мгм. С этим понятно, да? Вот эти две строчки не вызывают никаких трудностей. Это точно понятно. Потому что мы сейчас двинемся дальше, если кому-то непонятно, то это навсегда. Теперь смотрите, вот эти две следующие строки мы тоже писали. Поэтому вернитесь. Вернитесь в прошлое, вернитесь в своих тетрадках. Первая строка идет. Я буду просто постепенно стирать, писать и стирать. Что у нас здесь написано? Дайса. Что же, да? Нет, здесь вот если бы было вот это вот ни, тогда было бы что же до. Да, но вы смысл запомнили, но здесь этой частицы нет. Дадан сами янджукте. То есть что это, как это переводится? Две. То есть это янджук, это пост приписная. То есть если вам легче запомнить постсуффикс, запомните это постсуффиксом. Главное, чтобы вы хорошо запомнили, о чем идет речь. И дальше идет вот это Т. Т, она указывает, сейчас мы не будем пока ею заниматься, но вот она указывает на то, что это предложение не закончено, и за ней что-то будет. То есть ее, в принципе, здесь можно перевести даже как двоеточие, то есть как бы, а именно. То есть что-то сейчас будет следовать за этим. Вот эту вот строчку тоже бы хорошо выучить. То есть здесь, по большому счету, можно ее заучить, можно не заучивать, но буквы, которые в ней содержатся, надо заучить. И дальше у нас, что было дальше у нас? Дальше что у нас? Посмотрите, в тексте что у нас идет дальше? Это мы уже переводили с вами. Ну, можно сверху. Что можно? Да начинать стирать сверху. Сверху начинать стирать. Ну да, последовательно. Я могу начинать стирать сверху. Не могу.
И вот здесь, смотрите, вот та самая частица, о которой говорили, да, ни. Вот это вот ни, а можно перевести, что же до. Да, ни, что же до, да. И помните, я вам говорил, еще раз повторю, надеюсь, на 60-й раз мы запомним. Здесь, вот смотрите, точка, а потом две щели. Почему точка? Потому что на, потому что если вот так вот написать на, и здесь вот так, то может во что-то слиться, во что-то похожее превратиться. Дан как у нас переводится? И. И что же получается? Дани, нара, расум, дан. Что это значит? Это касается нарала, их трех. Да, то есть, нет, минуточку. Это показатель темы у нас. Вот это да, да, ни. Что касается чего? Нарала или да? Да. Что касается да, она и дальше что с ней делается, надо смотреть в следующем приложении. Здесь у нас глагола нет. Здесь у нас сказано, что касается да, она нарала сум, то есть три буквы это нарала сум и что дальше непонятно. Чтобы понять, что там, надо посмотреть следующую строку. И что у нас в следующей строке? Если я буду здесь писать, все будет видно? Не слишком низко? Ну, конечно, в вам первом-то ряду. Чтобы не переводить заново все по много раз, посмотрите, что мы записывали, как это у нас переводилось в прошлый раз. Что это значит? Где у нас стоит глагол? В самом конце. И какой это глагол? То ставится, или буквально это облетает. Ну, первое значение, второе или третье это будет ставиться. Какая это форма глагола? Мы писали это, нет? Прошедшая. Прошедшая форма глагола. Сани, канава, марр. Почему марр у нас написано? Что это? Это падежная частица. Какая у нас была в прошлый раз? А здесь? То есть это был у нас местный падеж, мы говорили. Канава, марр. Где она ставится? То есть... Старайтесь хоть чуть-чуть. А то в конце, через год мы откроем этот текст. Будет как в известной пословице. Почему? А у вас другой какой-то текст, да? Я что-то не так написал? Ну там, вот который в кружочке жа. Я вот, нет, я неправильно. Ну, видите, я немножко пишу по памяти, на самом деле. Здесь у него настоящее время. То есть вот этот глагол последний надо писать вот так. Да, это я пишу по памяти, но надо было по тексту. Вот они немножко отличаются текстом. Это вот одна из проблем с тибетскими текстами. Они очень часто пишутся по-разному. Например, у Лама Цунгапы и у Гялцапа Римпоче в двух сумбумах есть в принципе один и тот же текст, который называется «8 трудных моментов Мадьямаки». Они отличаются в одном сумбуме и в другом. И более того, бывают разные редакции, бывают разные переводы, то есть и поэтому тексты иногда различаются, хотя в принципе казалось бы один и тот же текст. Здесь все понятно? Значит, последний глагол, он начинается с «а» или он начинается с «а»? Точка после «ра». Точка после Да, «ра». я не помню. И как это переведется вторая строка? Что же даса? Так. Ставится после К, Ма. А теперь смотрите, топ, и ты должен никуда идти. То есть вот здесь вот теперь понимаете, что Да, теперь ставится понятно, после. что да,
После, что же да, она ставится после 3 букв каких? На, ра, ла. А что же до са, она ставится после скольких букв? 4. Ра, ва, ма. И вы помните, мы это уже с вами обсуждали, мы говорили, что у нас приписных букв сколько? 10. А здесь говорится только о 7. И что там мы делали с 3 оставшимися? Да, а выпадает, и да не пишется после да. То есть, если у нас там какой-то вот корень, вот, например, помните, у нас было слово ме какое-нибудь, да? То есть, невозможно, чтобы да ставилось после да. И са не ставится после са. То есть, постприписная са не ставится после приписной са, и постприписная да не ставится после приписной да. А после а вообще ничего не ставится. Понятно, да? У Бейера есть по этому поводу теория, почему, что вообще такое а. Он говорит, что а это в принципе не буква, но это не важно. И теперь будет еще одна строка, которую мы знаем, а после этого мы переходим к новому материалу, который мы будем разбирать уже с примерами, чтобы было понятно. Просто так прочитать текст. А какая это страница вообще? 3. Да, 3. И здесь... Вот здесь вот посмотрите, если у вас у кого-то текст с собой, вы можете быстро посмотреть, 10-я страница, откройте 10-ю страницу, 14-я строка. Там ошибка. Вот поэтому мы не идем по этому переводу, по этому тексту, потому что у него даже в тибетском тексте ошибки. То есть это случается с людьми, иногда бывают ошибки, но нам бы хотелось, конечно, без этого. Это важная страна. Это да, да, бама, а. Приставки. Теперь смотрите, еще одно правило препинания. Запоминайте, потому что они снова будут нам попадаться. Видите, вот здесь у нас га идет. Га вот с такой палочкой. После того, как слово заканчивается на га, у нас пишется только одна палочка. То есть вот эта вот палочка у га, она срабатывает как ще. То есть если здесь поставить 3-ю ще, то, видимо, визуально не очень красиво, есть какие-то на то причины, то есть ставится только одна палочка. После га 2-я палочка уже не ставится. И должно быть вот так. И что это значит? Да. Впереди ищи. Да, то есть они предписные, когда лама а предписные. То есть если мы напишем, например, где у нас здесь будет корень? Ну да, теоретически должна быть. А вот это может быть такое? Нет, Почему? потому что вторичный не существует, А у нас приписной второго а. суффикса не может быть. Вторичной приписной нету а. Да, то есть нет, не второй, это не предписной. Ну, Ну да, а не может быть ладно, второй. ну и это вот, соответственно. Нет, здесь-то все правильно. Здесь вот почему не может быть? Приписной она может быть, а же приписной может быть. Нет. Да, вот предписная здесь неправильно. Такого слога быть не может. Потому что предписного ла нет. Ну мы же только что написали, когда лама а не может быть вторичным предписным, то есть постпредписным. Значит, это какая? Это приписная. Значит, да, у нас будет корень, но ла вот такого быть не может. Это ошибка. Если вы видите такое, значит, это сразу нам необходимо понимать, что это ошибка. Или, например, если вот мы написали что-то такое. Ну, давайте через а напишем, так проще будет, чтобы...
Вот такого тоже быть не может, смотрите. А у нас что? Приписная. Приписная, да, у нас корень. А вот К может быть, среди этих есть К? Нет, значит, это тоже ошибка. И сразу надо смотреть, если так получается, это может быть заимствованное какое-то слово, или это может быть опечатка, или может быть просто ошибка. Что такое мён? Мён это прежде, но мы это с вами тоже проходили, мы это писали, разбивали это слово на слове. Мён это прежде, в начале. И джук это же как переводится у нас? Ставит. То есть мюнджук, то есть в данном конкретном случае мы переводим как ставит. То есть мюнджук, то есть они вот эти вот предписные или представящиеся, те, которые ставятся пред, это канавамаа. Катавы, боже мой, катавамаа. Можно вопрос? А нендро это просто предварительная практика, да, получается? Нет, это просто впереди идущий. Там нет слова практики. Там вот идет вот этот же корень, вот это же слово, а потом идет вот это слово. Это слово мы уже писали. Как оно переводится? Идти. То есть мюнджо это то, что предваряет, то, что идет прежде. То есть основная часть практики, то, что мы делаем там, будь то едом, дзогчаном, что угодно, а до него идут какие-то предварительные практики. И вот они просто называются мюнджо, предварительные. И вот это вот, если писать, то должно быть вот так. То есть, смотрите, видите, как оно произносится? Мёнджо. Слышите, да? Я видел, каких я только написать не видел. Нондро. Но это очень далеко от тибетского. Давайте будем произносить правильно. Это мён. Н смягчает. Помните, мы говорили об этом, что на что она делает? Смягчает предыдущее слово, получается мён-джо. И джо у нас в каком тоне? Высоком. То есть это будет не мён-джо, а мён-джо. То есть в высоком тоне. Вот это предварительные практики. И далее мы сейчас с вами перейдем уже к другому разделу, то, что мы еще не проходили, и мы будем это писать с примерами. Мы будем это писать с примерами, потому что иначе... Это Т такая в конце. Ну, доска дрожит, немножко не получилось. Ну давайте будем пытаться сами перевести. То есть текст строится совершенно как и все другие предыдущие части этого текста. И теоретически мы можем сделать попытку перевести эту часть. Вот эти первые, смотрите, комо, томо, бомо, о, ромо, со, то. Что
Что-то нам напоминает? Перечисление каких-то частиц. Окей? На что они похожи? На что? На приписные. Сколько у нас приписных было? Ну, давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кто добавил? То с этим мы сейчас разберемся, но в основном их почти что столько же, сколько и приписных. И какие у нас приписные были? Сравните вот приписные и эти частицы. Годового. Приписные. Там. Да, у нас не было «та», но в основном совпадает. Да. То есть с этой частью мы разобрались. Дальше идет слово «ларду» и вот эта частица. Помните, у нас она уже была? Ларду — это название этих частиц. Лар — это снова. А ду — это собирать. То есть это получается, ну, у них странно название будет, снова собирающиеся частицы. Как? Ну, не совсем повторяющиеся, а... Нет, не совсем. Они не повторяющиеся, они собирают смысл. Это очень важно, да, очень важно не придумывать от себя того, чего нет в тексте. Да, они ставятся в окончании предложения. Мы сейчас будем писать примеры, которые, некоторые из которых мы уже с вами. Дальше посмотрите, то есть с этим вроде понятно, да, эти частицы называются снова собирающие. Ларду, вот эту вот форму глагола запишите себе, это будущее время. Как бы, вот это последнее? Это. Это будущая форма глагола. Теперь посмотрите, зачем я это делаю? Потому что, посмотрите, смотрите сюда. А это будет настоящая форма глагола. А вот внизу будет настоящее? Да, внизу это настоящее. Все написал? Нет, не надо, подождите. И дальше смотрите, здесь вот есть слово «дзокцик». Я разбиваю, чтобы было понятно. Потому что очень часто, знаете, из-за чего переводы получаются неправильно? Потому что люди не знают, как разбивать правильно слова, потому что не знают этих слов. И это совершенно нормально, это случается. Но чтобы у нас этого не произошло, я сейчас это разобью правильно. Это называется частица «ларду». По-другому она называется «дзокцик». И дано еще третье название – «дады». Дзок. Помните, есть такое, ну, дзокчен говорят, дзокчен. Это вот, или дзогрим. Дзогрим, что это у нас? Завершение. Стадия завершения. Вот, дзок – это заканчиваться, завершаться, быть завершенным, дзок. А цик, мы проходили с вами цик? Нет, цек это она, то есть цек это и есть точка. Цек – это цек, а мы говорим сейчас цик. Здесь ясно написано «и». Что такое цик? Мы проходили с вами? Слово, мы проходили это. То есть, и как это тогда переведется? Дзок-цик. Завершающее слово. То есть у вас в переводе он написал, что это Илян, да? Я даже не знаю, кто переводил. Что это как точка. Ну, это не совсем точка, но очень похоже. Эти слова, они указывают на завершение предложения или какого-то смысла, или иногда целого абзаца. И то есть ларду, снова собирающие, а иногда это называется дзок-цик. Вот же дзок. Мы же читаем уже, это
Я говорю. Я предупреждал. Кто не будет читать, тому будет все сложнее и сложнее. И дальше дады. Да, это переводится как спутник, может быть и супруг, супруга, да, может быть один из пары, и дю это собирать в настоящее время. То есть то, что собирает частицы, которая собирает пару или похожую. То есть, имеется в виду, что вот, если у нас га была, то после га будет го и так далее. То есть она дады, подобные собирающие. Да, это как один из пары, да? А дава такой же? Дава, да. Ну, по всей видимости, дава происходит, видимо, может быть, из-за этого. Я слышал в одном из текстов, точнее, видел, что Солнце и Луна это пара, и вот да, это типа одно из этой пары. Но я не знаю, насколько это правда. Потому что тибетцы очень часто придумывали новую этимологию, которая не была первоначальной. Потому что на санскрите это чандра. Там как бы нет такой коннотации пары совершенно. Тем более Солнце. Ну как бы там ни было. Дады. И дальше смотрите, идет частица Че. Видите? Вот запомните ее, вот она вот так вот пишется. Че это кавычки. Че это кавычки. Они указывают, то есть Че указывает на прямую речь, Че указывает на название какое-то. А это закрываются или открываются кавычки? Но здесь они уже закрываются. Здесь они закрылись, где они открываются, надо по контексту понимать. Да. Да, это подобный. Так, что-то. Да, это подобный. Подобный. Это спутник друг или одна часть из пары. Может быть, супруг значение имеет. И здесь вот в комментарии объясняется, почему они так называются. То есть здесь этот текст был написан одним тибетским ученым, он был написан довольно поздно. И здесь он дал 3 названия. Собственно, зачем надо было давать 3 названия одной и той же частицы? Совершенно ни к чему. И вот он в комментарии объясняет, что в тридцатнице, то есть этот текст, как у нас назывался? Ну, когда мы смотрели, откройте самое начало. Это была сердечная сущность тридцатницы. Помните? Тридцатницу написал у нас Томи Самбода. Так вот, в тридцатнице, то есть вот тот текст, который мы разбираем, это краткое содержание тридцатницы. То есть он очень упрощенный, он совершенно очень такой доходчивый, ясный и очень краткий. И вот в тридцатнице Томи Самбода эти частицы назвал Вардук. В других текстах грамматических позже их назвали дзокцик. И потом был такой, есть очень длинная интересная история, если запомните это имя, можете погуглить. Был такой пандит Смрити Джняна Кирти. Смрити Джняна Кирти, по нему долгая очень история, что он был большим пандитом в Индии, у него умерла мама, и он своим ясновидением увидел, что она переродилась в виде огромного червя в земле в Тибете. Он отправился в Тибет. Ну, это, конечно же, все мифическая история. Он отправился в Тибет, нашел этого червя, который к тому времени уже умер, сжег его, сделал цаца, то есть сделал все необходимые погребальные ритуалы для мамы, но потом у него не было средств, чтобы отправиться обратно. И он какое-то очень долгое время работал в какой-то тибетской семье простым пастухом. И затем пришел кто-то из переводчиков из Индии, увидел этого великого пандита, работающего чуть ли не в хлеву, и сказал тем, у кого он работал, нанимателям, что вы делаете, то есть вы используете вот такого великолепного ученого, как простого чернорабочего. И в конечном итоге говорится, что он выучил отлично тибетский язык, сам на нем говорил и, по всей видимости, сам на нем писал, и он написал текст, который называется «Магот Сунча», то есть что переведется как приблизительно оружие
врат речи, как-то так можно перевести. Если хотите, я могу сейчас написать и название этого текста, но суть не в том. Он это назвал дады. То есть здесь поэтому у нас появилось 3 разных названия, потому что в разных текстах их называли по-разному. А не потому, что он просто вот хотел понаписать. А так это просто чек. Да, и вот здесь смотрите, в смысле чек. Все это кавычки. Чьи-то кавычки. Чьи-то кавычки. Вы просто слушайте, что я говорю. Сперва надо слушать, а потом писать. Потому что когда вы пишете, вы отвлекаетесь и не слышите, что я говорю. А потом, когда я это уже сказал, вы пытаетесь вникнуть, а мы уже это прошли. Чьи это кавычки? Это вот кавычки. Это тоже одна из частиц, их будет 3. И это кавычки. То есть почему здесь стоят кавычки? Потому что так это должно быть. Да, вот эти частицы называют вот таким вот образом. Дальше кям идет, это также. У нас, помните, было другое слово для также? Ям было. Кям это совершенно имеет то же самое значение. То есть, скорее всего, это аламор. То есть одна из вариаций этой частицы. И дальше идет глагол ча. Что это у нас значило? Делать. В данном случае это называться. То есть, в принципе, у этого глагола 2 основных значения у него есть, мы оба их прошли. Ча это называться. Это какое у нас время? Будущее. В данном случае ча это, скорее всего, просто форма глагола настоящая. Он отличается, он похож, но он отличается. Это вот. А мы посмотрим сейчас словари, что нам словарь скажет. Да, но вот здесь 2 значения. Форма глагола совершенно, он говорит, одинаковая. А значений 2 он говорит. Да, это один и тот же глагол по свидетельству с 2 разными значениями. То есть это вот называется в данном случае будущая форма глагола. С этим понятно все? Как перевести, как, давайте повторим, как переводятся все эти названия по отдельности. Да можешь мой, ну давайте перейдем снова. Давайте повторим, если бы писали быстрее, было бы понятно. Все записали, быстрее. можно спокойно повторить. Ладу – это собирающие слова или собирающее слово. Вот, Снова собирающее у нас было. снова собирающее. Это название частицы. Частица называется снова собирающее. Это первое название. Хорошо? Второе как переводилось у нас? Завершающее слово. Это понятно? Завершающее Это слово. второе название. А третье как у нас переводилось? То есть собирающее, скажем так, вторую часть пары. Переведем это так. То есть это вот третья частица называется дады, то есть собирающая подобные себе или вторую часть пары. И вот он здесь говорит кянча, также называется. То есть вот это он первоначально назвал его ларды, как в тексте Самбода, то есть он говорит, что вот эти частицы, кома, тоно, комо, о, роло, со, то, они называются ларду. Здесь вот это вот т можно перевести а также. А также они называются дзокцик и дады. То есть как завершающее слово и собирающее вторую часть пары. Блин, извините, а можно такой вопрос? Ну, просто вот у меня там тоже есть. Там вот он поменял местами, ошибся, да, вот, например, у вас Т, вот это как бы с а также, да? Там написано, что это обозначает кавычки, как бы. Нет, давайте не будем смотреть, что он там говорит. Вот, собственно, я еще раз повторюсь, поэтому мы не идем по этому переводу. Мы могли бы очень легко взять этот перевод сейчас, раскрыть и читать перевод. Но мы этого не делаем, потому что у него бывают ошибки в коренном тексте. Я не согласен с ним в переводах очень часто. И поэтому я делаю это так.
Окей. Все понятно? А вот что по поводу то, вы говорите, что уточните? Вот, подождите, спешим. Сейчас мы будем разбирать, как они присоединяются. Здесь все понятно? Да. То есть мы выяснили, что есть некие 10 частиц, они называются таким вот образом, и сейчас он будет объяснять, куда что ставится. То есть где они используются, эти частицы. 11, да, 10, 11. 11 частиц, и сейчас он скажет, как они ставятся. В принципе, почему мы изучаем сперва этот текст? Это текст разговорного письменного языка. То есть вот эти частицы на самом деле в разговорном языке практически не используются. То есть по большому счету в разговорном языке они нам не нужны. И мы их сейчас изучаем, то есть все вот эти частицы. Более того, для частиц родительного падежа там тоже очень часто используются только некоторые из частиц, которые будут приведены. Из так называемых частиц ладен, которых 7, будут использоваться тоже, только некоторые из этих частиц, они не используются в разговорном языке. Мы сейчас с вами изучаем этот текст для того, чтобы разобраться с письменным языком. Так что те из вас, кто не доживут до разговорного языка, а я уверен, что не все доживут до разговорного языка, хотя бы смогут сами читать тексты. То есть брать словарь и сами уже читать тексты. Ну, это нам поможет вообще в дальнейшем чтении и в понимании того, как все работает в тибетском языке. И дальше говорится, смотрите, сперва мы запишем вот это слово и вспомним, что это такое. Дача. Мы это писали, кто-нибудь помнит это слово? Писали уже, хорошо. И что оно значило у нас? Как называется что? Сильная да. И что это за сильная да? Это отлично, мы уже знаем, что это сильная да, это перевод. А что это значит, что она подразумевает? Мы это писали тоже. Ну давайте будем смотреть, пороемся в тетради. Какие-то Собственно, ну вот, вторичные, да. вторичные прописные. То есть вот это вот то же самое, что и это то же самое, что и янджук да. То есть, если мы будем идти дальше, не запоминать материал, ну у нас не получится ничего. То есть, если мы будем записывать в тетрадях, будем запоминать, что мы там записываем, потому что это все будет строиться одно на другом, одно на другим. То есть, мы будем использовать то, что изучили прежде. Если мы не будем заучивать, то ничего не выйдет. Поэтому обязательно надо учить то, что мы пишем. Мы проходим очень мало. Понятно? Вот это понятно всем, да? Что вот они вот это да, янджук да, то есть постприписную да, назвали по-другому как? Дача. 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 Я думаю, мы уже в следующей неделе, наверное, фонетику забудем. У нас один из учителей, вот он все время говорил, то есть когда приходили на учение люди, очень часто они, ну как бы не сильно старались вникнуть в то, что он там пытается объяснить. И как-то был такой вопрос, но есть ли от этого польза? Он говорил, да, конечно, это откладывает хорошие кармические отпечатки. В следующей жизни это людям обязательно поможет. Просто это, конечно, отличная тема. В следующей жизни вам точно это поможет. И вы выучите тибетский гораздо легче, чем в этой жизни. И просто... Я понимаю, я сорадуюсь вам, и даже себе сорадуюсь. Но я думаю, что лучше, наверное, в этой жизни выучить тибетский, чем ждать следующий. Поэтому давайте повторять. Да, давайте повторять то, что мы пишем. Потому что поверьте мне, это
Это очень очевидно. У меня такое впечатление, что никто ничего не делает. Не делай, просто отпечатков очень мало остается. Так, теперь давайте вспомним, что это значит. Это нет. Отсутствие отрицания. Правильно было? А это что такое будет? Присутствие. Это наличие чего-либо. Это глагол есть, быть, наличествовать. Как он читается? Е. Е. Какой тон? Низкий. Е. Ме. Е. И что это значит фраза? Давайте попробуем. Найдите слова, которые вы знаете. Сейчас уже с самого начала надо пытаться переводить. Иначе то, чем мы занимаемся, не имеет вообще никакого смысла. То есть мы учим тибетский для того, чтобы понимать текст. Давайте стараться его понимать. Это первая половина фразы. Что это значит? Это то и в конце имя. Присутствует. Что мы знаем здесь? Так, присутствует, есть. А это что такое? И. Это то, откуда оно взялось? 11. Одна из, и дальше вот это чак, я специально написал дачак, чтобы было понятно, что вот чак, у него просто вот он взял из вот этого названия, вот это вот выбросил, вот это оставил и банс поставил его сюда. Что получается? Какой смысл получается? Не понял, не слышу. Что? То ставится после дата. Не надо здесь придумывать. Где здесь ставится? Ну, то Здесь есть слово ставится. Давайте перейдем пока текст. Давайте перейдем пока текст. Что здесь говорится? То наличествует. И когда есть, вот здесь вот необходимо будет ставить слово, без этого никак, но смысл такой, что есть Есть. Да. приписная, Да. да, то и. То есть, когда есть приписная да, то будет и. Что значит и? Во всех остальных случаях он сейчас будет объяснять. То есть, помните, у вас был вопрос, почему этих частиц 11? Приписных букв 10, а вот этих частиц 11. Так почему их 11? Потому что когда есть пост приписная да, после нее ставится то. А во всех остальных случаях одинаково. Как легко догадаться, после каждой приписной будет точно такая же приписная, но с от. Это понятно? Да. Почему он выкинул да? Почему он выкинул да? Он не выкинул да? Как это делать? Так, посчитайте, посмотрите в тексте, что там написано. Комо, тоно, комо, то. Есть там такое? Вы смотрите, не смотрите? Ну вот что там на четвертом комо, то на третьем месте что оно стоит? Ну вот она вот, средняя между Т и Д, то стоит. Она пишется после чего будет? После приписной, здесь надо обязательно это говорить, приписной, да. А то будет писаться после пост приписной. Я прям чувствую себя, знаете, не знаю, будто бы я работаю где-то в... А представьте, как мы себя Да, то есть я из вас вот прям клещами вытягиваю, давлею над всеми, вытягиваю ответы, практически уже издеваюсь. У вас такие мученические лица, все такие сидят и думают, ну вот опять вот он говорит чушь какую-то, а мы вынуждены слушать. Да, давайте активнее. Не чушь. Я понимаю, что это очень важные вещи. И может быть когда-нибудь. Я это к чему хочу сказать? Я это сейчас говорю, потому что подход надо менять. Потому что если вы дальше будете вот так вот сидеть, то у вас результаты будут точно такие же. Ну вот, опять что-то кто-то заставляет. Давайте менять подход, давайте позитивнее работать.
того, я чувствую, что это необходимо с вами делать. Я предупреждал, что некоторые слова у нас будут снова и снова попадаться в текст. Я прям вижу, как вы все улыбаетесь. Давайте, улыбайтесь. Так вот, мы говорили о том, что некоторые слова у нас будут попадаться снова и снова. Я открою для вас окошко, чтобы было не так душно, чтобы вам было лучше, чтобы все были счастливы. В следующий раз я, наверное, принесу палку. Так вот, что это у нас? Что это у нас? Вот это что это значит? Конец. Вот одну половину царства я чуть не отдал одному человеку, вот сегодня бы отдал вторую, нет, жалко. Так вот, это у нас конец. Конец, окраина, много разных значений. Теперь смотрите. Вот что это такое? Нет. То есть в первом случае мы переводили, вставляли от себя одно слово «когда». Когда есть что? Даджак? То, что есть? То. А здесь говорится «таме», когда нет чего? Окончание то что? Александр балуется. Таме «о», то есть когда нет окончания, то ставится «о». Что это значит нет окончания? Когда вот смотрите, вот например, у нас если вот слово, скажем, вот «ка». Как переводится «ка»? Род. Здесь есть окончание какое-нибудь? Что-нибудь здесь есть? Нет. Значит, если бы это было последнее слово в предложении, как бы это было? И это читается вот так, смотрите. Као. Као. То есть, причем она может ставиться и через точку, и вместе. Как хочет, так и ставится. Может и так, и так. Зачем это нужно? Ставить через точку или не через точку? Если мы пишем стихотворение, и у нас вдруг появляется лишний слог, мы сносим одну точку, лепим это «ка», и получается уже не «као», а что-то среднее, как бы как «ко», но не совсем «ко». То есть это хитрый прием для того, чтобы влепить в стихотворную строку лишний слог. То есть, когда нет окончания, и смотрите, вот возьмем вот это слово. Помните, мы говорили, что? Что некоторые частицы, в случае, если в конце стоит «а», могут войти у нас куда? В мозг они могут войти. Слог они у нас входят. То есть здесь как у нас может получиться? Помните, у нас был случай? Помните, у нас был случай? Тар. И что это значило? В конце. Здесь вот точно так же может быть тао. Вот так то даже получается. Видите? То есть может быть и так. Об этом надо знать, надо это запомнить, в остальном это все. Все это так. И теперь... Все? Записали? Теперь посмотрите вот название вашего текста. Мы уже об этом говорили, но мы снова к этому вернемся. В самом-самом начале текста, помните, у нас было написано «щуксо». Вот это «со» указывает на окончание предложения, то есть на окончание названия. И она, это и есть, это одна из этих частиц. И посмотрите, после чего она пишется? После «са». «Са» в данном случае у нас приписная или постприписная? Постприписная. Так вот, необходимо это понять, усвоить, что «со» у нас пишется после всех и постприписной, и приписной «са». Но «да» у нас заковыка. Если у нас, например, нот «пе», например, то будет «до». А теперь смотрите. Был такой глагол. Что он значил? И кто сказал? Идти. Это прошедшая форма идти. Ну, я говорил, что мы будем запоминать, не будем сейчас загружать мозг. Это прошедшая форма слова глагола. До. Почему джо? Почему там смягчение? Нет никакого смягчения. До. До это что у нас? Идти. Чем? Это пошел. Ходил. Вот это настоящая форма, это прошедшая форма. И теперь смотрите, я сейчас напишу безумие.
Это у нас что? Корневая. Боря, это? А это что? Вторичный. Постприписная. Сейчас постприписные никто не пишет. Они просто не пишутся. Но после чинто пишется то. Если у нас написано после... Смотрите, вот так вот сделаю. Если у нас написано чин, и вдруг после этого в тексте ни с того, ни с сего идет то, что это значит? Значит, отмершая. Она была, но ее сбросили. Со счетов она, то есть она стерта, но ставится то. И вот когда читаешь текст, там, например, написано чинто. И вроде бы должно быть чинно. Но пишется чинто, потому что это, вот это архаизм. То есть да уже ушла, она не пишется даже сейчас. В архаичных старых текстах она пишется, в остальном сейчас ее не пишут. Но окончание то очень часто вы увидите в грамотных текстах, оно остается. Не в безграмотных, а, так скажем, реформированных, те, кто вот уже прошел реформу, и как у нас сейчас кофе многие называют оно, потому что так уже можно, так вот у них старые, после реформы можно писать уже чино. В газетах будет чино, да? Зависит от того, как он к кофе относится. Если он напишет чино. А если все еще в мужском, то будет чинто. Какой у тебя? Не успели написать? Отлично. Так, теперь смотрите, дальше я напишу еще, ну здесь пара примеров, на всякий случай. Смотрите, то есть, я честно признаюсь, я не помню ни одного случая, когда это «да», то есть постприписная «да» ставилась где-то помимо глагола. То есть «са» она ставится во многих существительных, она ставится в глаголах. «Да», я не помню ни одного случая, чтобы она ставилась помимо, ну, где-то помимо глагола. И если вы видите, что вот написано, и вот этого нет, то есть здесь это была «да», и она указывала на прошедшую форму глагола. Это все, что она делает. Если мы учим язык тибетский, и если мы собираемся читать в будущем буддийские тексты, неважно какие, буддийские, не буддийские тексты, желательно, чтобы мы все понимали, почему это появляется и так далее, и эти вещи надо знать. Это мелочи, и казалось бы, в принципе, они не важны, но на самом деле иногда мелочи как раз таки очень важны. Это что за слово? Гюр – это глагол изменяться, трансформироваться. Гюрто – это значит, как переведется у нас? Изменился, трансформировался. Гюрто. И теперь смотрите. Вдруг кто-то вспомнит, это будет, конечно, чудо. Я знаю, что чудес не бывает, и все же. Ну, началось. Мы прям как только что приехали из Андо, с востока Тибета. Ченно у нас. Кенно, давайте, сейчас будем чекать здесь. Потом мы на русском начнем гэкать. Это другой диалект. давайте читать как центрально, мы читаем. Это кенно, это никакое не ченно. Ченно пусть читают хорошие люди. Мы с вами будем читать кенно. Вот это но, это что у нас? Это та же самая частица но. Но вот насколько здесь она указывает, что он познал, я не уверен. Я вот в этом я не уверен, но в основном частица та же самая. Что она значит в данном конкретном месте? То есть, если это карма пакенно, то есть, значит ли это, что кармафа что-то постиг? Узналась. Или узнал? Или уже внемлет? Уважительно. Скорее всего, нет. Да? Здесь это просто для благозвучия вставлено. Я так думаю. Я не уверен, но я так думаю. Слушайте, вы извините, я встречала переводы, что это карма по услышанию. Это неправильный будет перевод? Я не буду обсуждать эти переводы. Где это карма?
Что это? Кен. Нет, Кен это не Я не карман. знаю. Кен. Знаю, Кен, знаю. это знает. Это знает, это не карман. Конечно, это знает, это не карман. Давайте еще напишем, ну, пару примеров, чтобы закрепить, чтобы это было понятно. Но с этим все хорошо, сразу понятно, что это за да. Если она вдруг где-то пришла, сразу понятно. То есть, смотрите, у нас раз, два, три, четыре. То есть и здесь еще есть надписная са. То есть это сразу понятно. Корень, перед корнем может стоять только приписная, тогда это у нас предписная, это приписная, а да постприписная. Ну, с этим все понятно. Вот хотя бы с этим все понятно. И цель это даровать. Даровать что-либо. Это какая форма у нас будет? Прошедшая. Прошедшая. И вот часто в сутрах вы увидите, будет написано вот так. И я напомню еще раз, после вот этих дзогцигов ставится всегда две щи. Всегда. После дзогцига ставится две щи, кроме случая, когда? После га. Если го, то там ставится один дзогциг. И вот это вот ка, ка что такое, кто не знает? Ка это учение Будды. Это слово Будды. Это не учение Будды, лучше переводить как слово Будды. Ка это слово Будды, а ка цел то, тогда что получается? Вот если буквально перевести, то он даровал слово, то есть он произнес ка цел то. Так пишут только про Будду. Ка цел то, это значит он молвил, он произнес. Мы еще сейчас чуть-чуть еще пройдем, сегодня не будем уже сидеть до последнего. С этим понятно, да? Ну и о уже, в принципе, со я даже писать не буду, потому что со понятно, оно как, в принципе, как щусо. И сейчас мы разберем с о. Какое у нас было одно из значений глагола ча? Ну, называть. Называться, называть. Чао, это значит, ну, называется. В данном случае это не обязательно указывает на прошедшее время. Вот да, она указывала на прошедшее время. И с ней ставилось стоп. В данном случае не указывает на прошедшее время, просто указывает на окончание. Вы понятно вот это вот? Ну, считается чай или чай? Вообще, то все эти частицы указывают на прошедшее, на окончание предложения, то есть на завершение какого-то отрезка повествования. Просто вот мы говорили, что да, вот это ставится после глаголов, обозначает прошедшее время. Понятно, да? И поэтому, если у нас да, нет, стоит то сразу понятно, что это будет глагол прошедшего времени. Здесь же о просто во всех остальных случаях вот эти вот частицы, они просто значат окончание какого-то повествования, какой-то части повествования. То есть чао это значит называется, и все, и точка. И после вот этих вот дзогцигов всегда ставятся две щи. Сейчас мы разберем еще одно предложение и на сегодня на этом закончим. Не буду бояться снова и снова повторяться, но это слово мы с вами проходили. Другое. Слава Богу, другой.
Повторюсь снова, это слово мы тоже с вами проходили. Другие. Не буду мучить. Это имя. Или, ну, вообще это может быть и имя, и слово. Ну, пусть будет пока имя. Мы проходили и слово, и частицу. Что это? Конец с чем? С родительным падежом как это происходит? Как это получается? Если это перевести как слово, конец конца слова и дальше есть еще одно слово, которое вы знаете, а потом два неизвестных. Где что это такое? Великий. Владык. Владык. Нет. Как? После. Джинджуки это слово есть. Я вам говорил, что помните, не путайте. Без этого это владыка, с этим это после. Это два разных слова. После, и здесь, смотрите, тюн – это соответствовать, быть похожим. И джар – это присоединять. Джар – это присоединять. Ну и теперь давайте попробуем осмыслить, чего мы, собственно, написали. Потому что мы пишем не для того, чтобы писать. А мы пишем, потому что у нас много свободного времени, и все равно нечем заняться. Что это получается? Я очень прошу не смотреть переводы, потому что иначе мы ничего не добьемся. Скорее всего, мы и так ничего не добьемся. Но если мы будем подглядывать в переводы, мы не добьемся даже в следующей жизни ничего. К другому концу слова присоединяем после Вот то, что вы говорите, это, извините, конечно, это неправда. Чтобы не сказать чего-нибудь другого. Давайте еще раз. Откуда мы переводим? С конца. Что у нас в конце? Присоединять. Присоединять дальше у нас должно быть джетин. В соответствии. Вот джетин это после соответствия. То есть вот это вот надо перевести. Ну, я понимаю, что это трудно сразу понять, но вот это вот должно быть перевестись в соответствии. То есть согласуясь или соответствуя после чего-то. То есть в соответствии с чем? Смотрите, у нас через родительный падеж было написано. В соответствии с чем? С концом слова. С концом слова. И теперь у нас должно быть дополнение. Присоединять у нас глагол был, а присоединять что еще не было? Присоединять что? Другие что? Вот здесь у нас вопрос. Другие что? Частицы. А почему он так говорит? Вот, потому что прежде, что он объяснил до этого? Какую частицу он объяснил? Одну или несколько? Две. То и о. У нас остались еще частицы? Да, и вот они. Щенам. Другие, это другие частицы. Он объяснил только, как присоединять только две частицы. То и о. А другие же, как надо присоединять? С концом слова. Что значит в данном случае под концом слова, что подразумевается? Окончание. Приписное. Приписная.
То есть минте это приписная, то есть в соответствии с концом слова. Имеется в виду, что там в конце слова стоит, какая приписная стоит. Это понятно? Это понятно. И давайте сейчас мы напишем пару примеров, чтобы не было вопросов, как они ставятся в конце, то есть как они присняются. Вот это слово, как будет читаться? Та. Та будет значить тигр. И какая цифра к нему прилепится? Таго. Просто тигр. Ну, то есть, вот он что-то говорил, таго, ну, вот все, тигр. Помните, точка была? Точка ставится обязательно. Само. Сам это хороший. Вот это то, что произносится иногда как зам. Но мы читаем это как сам. И так как стоит приписная ба, я напомню, то какой это тон у нас будет? Высокий. Само. Хороший, благой. В имени Лосан Чапы Лосан. Сам пишется именно вот так. Сам хороший, благой. Это мы с вами проходили. Что это? Все палочки. Нет. Вот это вот одна из ошибок, которая часто случается. Я так понимаю, некоторые есть люди обычно запоминают либо зрительно, у кого-то зрительная память лучше, у кого-то очень хорошее ухо, то есть на звук. Вот Александр, видимо, вы на звук запоминаете. Смотрите. Вот так вот это было бы палочка. Та самая палочка, которую говорим. А вот так это уже не палочка. Объяснять или говорить. Еще до. Говорил. Скорее всего, сказал. Но здесь дело в том, что у них нет вот этой видовой разницы в тибетском. То есть она самим глаголом обычно не выражается. То есть говорил это несовершенный вид, а сказал совершенный вид. Так вот у них, в принципе, такого не выражается просто глаголом одним. Щедо, может быть, сказал, а может быть, говорит. И дальше я не буду все писать примеры, ничего. Но, в принципе, это понятно все. И то есть, если вы видите, где-то в тексте вы читаете, и вдруг ни с того ни с сего встречается вот какой-то один из них, из этих ларду или дзоцик, или дады, то есть, я их называю дзоцик, непривычные. Так случилось, что вот у нас препод называл их дзоцик, то есть завершающие слова, и я вот тоже так их называю. Если вы видите одну из этих частиц, значит, какая-то часть повествования закончена. И обычно всегда она стоит в самом конце текста. То есть она говорит о том, что вот текст просто все закончился. И в тексте обычно, я сейчас напишу, как хороший знак, что в будущем у нас это с вами случится. Ну, конечно, не у всех. Что это значит? Дзоксо. В сутрах обычно это самые последние слова. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, что-то там. Дзоксо. Закончилось. То есть сутра или текст или что-то, он дзоксо, кончился. Закончен. Завершился. Завершен. Какая здесь ошибка у меня? Ах, какие? Молодцы. Все написали? Давайте сейчас сделаем посвящение заслуг.
И я всех убедительно прошу заучивать слова, которые мы с вами пишем. Потому что вы видите, вы не будете заучивать сейчас эти слова, не будете их специально выписывать и заучивать. Это в самом деле бесполезный труд. Мы просто сейчас, вы видите, сколько слов у нас уже сейчас встречается, тех, которые мы уже проходили по много раз. И это у нас будет повторяться снова и снова, снова и снова. Чем меньше вы заучиваете слова, тем труднее нам будет двигаться вперед. Потому что эти слова, они снова и снова повторяются.